Здравствуйте, Беслан Алексеевич. Здравствуйте. Все мы обеспокоены происходящими в стране событиями, и хотелось бы от вас, как от эксперта, услышать анализ сложившейся политической ситуации. Вы знаете, если говорить об анализе, все, что происходит у нас в Абхазии, необходимо задать себе вопрос, почему все это произошло? Почему такой кризис нагрянул неожиданно? Знаете, были ли какие-то причины объективные? Знаете, из эволюционной классики, как говорят, верхи не могут управлять по-новому, низы не ходят по-старому. Знаете, эта формула не работает. Совершенно очевидно, что все, что происходит сегодня в Абхазии, это очень рукотворно. Некоторые политические деятели, если так можно их назвать, это очень натянуто, честно говоря, преследуют свои какие-то цели и используя самые грязные технологии, которые существуют вообще в политической технологии. Понимаете, вот то, что говорят, что вот кризис возник из-за того, что какой-то закон инвестиционный собирался наша власть, абхазская власть, парламент принять, это аргумент ничтожный. Поясню почему. Понимаете, таких вопросов перед Абхазией будут сотни тысяч в дальнейшем нашем развитии, если, конечно, Россия нас не бросит. Знаете почему? Такие вопросы будут возникать, потому что когда две страны, два государства заключают какие-то договоры, тем более союзнические, такие вопросы всегда будут возникать. Там будут, конечно, вопросы к обоим сторонам. Понимаете, если каждый раз по каждому вопросу, если кому-то что-то не нравится, политическим деятелям, политическим силам, каждый раз призывать к баррикадам, призывать к смене власти, это говорит о том, что Абхазия как государство не состоялось. Понимаете, это очень печальное событие еще по другой причине. Вы должны понимать, что вот такие события очень сильно влияют на репутацию страны. Мы можем получить такой, знаете, такое клеймо, как несостоявшееся государство. Это все должны понимать, все политические силы, потому что к таким странам очень осторожно, таким политикам очень, знаете, с таким предубеждением, не рукопожатным. Вот такое им они могут получить. Это и следующее. Второе, мы должны понимать еще другое. Вы знаете, когда говорят о суверенитете и об Абхазии как государстве, мы должны понимать, что никакой предопределенности у успешной государственной Абхазии нет. Абхазия до сих пор уязвима. В каком плане? Мы еще на ноги не встали. Во всех проявлениях государственности, экономическом, политическом, вопросе безопасности, социальных программах разных, потому что мы держимся за счет России. Как нам будет и дальше, если каждый раз вот такие, понимаете, вот так призывать народ к некоторым законам, которые поступают, может быть, из России, нам не нравится, и шантажировать Россию, это раз. И второе, призывать к баррикадам, и тем более, самое неприятное, призывать к смене власти. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это все делается с целью добиться смены власти и прийти к власти. Никаких причин объективных нет. Я еще раз говорю, я мог бы назвать тысячи других проблем, которые в Абхазии, которые напрямую влияют на нашу жизнь, которые негативно влияют, на которые мы могли бы не обратить внимание. Но не вопрос экономики. Я хочу еще раз призвать, знаете, все политические силы, все спокойно решить все эти вопросы. Никаких объективных причин к коррупционной ситуации в Абхазии нет. Это должны понимать все. Потому что если мы так будем продолжать действовать, если так будет действовать в нашей политике, я не уверен, что так же доброжелательно Россия будет относиться к нам. Давайте будем честны. Вы знаете, все, что происходит, видит весь мир. Сегодня интернет, телевидение, есть заинтересованные страны, журналисты, тем более заинтересована политическая власть в России. Если они видят, из Москвы, из Кремля видят, что абхазский народ выступает против инвестиционной деятельности в Абхазии, когда так вообще в мире идет война за инвестиции, понимаете, они не так могут нас понять. Понимаете, вот если, я еще раз говорю, могут возникнуть какие-то проблемы, вопросы могут возникнуть, вопросы собственности и так далее, но это не значит, что мы должны подорвать наше государство. Это должны понимать все. Я еще раз хочу вам сказать следующее. Понимаете, когда вот такие действия происходят, хочется обратить на некоторых, не называя имен, они все наши друзья и так далее, обратить их внимание, почему все это делается. Понимаете, в нашей политической практике сложилось уже десятки лет уличная борьба, площадная борьба за власть. Вы знаете, вот если мы не выйдем из этого порочного круга, я не уверен, что другие страны, народы также будут относиться внимательно и дружелюбно к нашей государственности. Это должны понимать все. Потому что, я еще раз говорю, и международная практика, становление государств других показывает, когда народы, государства вот таким путем добиваются даже, вот знаете, с хорошего помысла, вот такой формы государственности, на них не обращают внимания. Это первое. Второе, мы должны понимать, что, понимаете,
Сегодня Абхазия, как суверенная страна, существует благодаря нынешней политической элите в России. Но там тоже произойдет смена власти. Пройдет 10, 15, 20 лет. Насколько мы уверены, что эта власть, которая придет, также доброжелательно, покровительство будет относиться к нам, если так мы себя ведем. Вот видите, мы немножечко должны подумать. Это еще мы должны о нашем имени, имени как государства, как политических деятелях, государственных деятелях. Понимаете, каждый раз призывать к площадям, уличной борьбе. Это, знаете, практика очень неразвитых. Даже, знаете, очень, не хочу даже указывать, на каких континентах все это происходило. Понимаете, страны, которые выбрали цивилизованный путь политической борьбы, избегают такой формы борьбы. Такого не должно быть. Для этого мы избираем и парламент, и президента. Мы работаем, участвуем в политической деятельности благодаря политическим партиям и оппозиционной деятельности. Хочется, вы понимаете, пожелать и нынешней власти, правящей власти, она тоже чисто будем приложила руку. В каком плане? Если даже некоторые оппоненты вам не нравятся в политической жизни, надо, если даже некоторые политики вам не симпатичны, надо протянуть руку, надо научиться говорить. Вообще любой политик надо уметь, знаете, должен уметь говорить с оппонентами. Это так происходит везде. Вы думаете, в других странах так мило сидели беседовать? И нет. Для этого есть кабинеты, аудитории, конференции, в конце концов, встречи. Понимаете? Я думаю, что на некотором этапе борьбы наша власть упустила этот момент. Надо было сделать шаг вперед, опередить на некоторых действиях так называемой оппозиционной власти. Я думаю, что и до сих пор еще есть время, чтобы мы не вышли из правового поля. Это очень важно. Это очень важно. Понимаете? Правовое поле почему важно? Потому что, знаете, вот таким образом, они так, наверное, думают, кто это все затеял, вот они свергнут власть, произойдет смена власти, придут к власти, может быть, они добьются даже выборов. Вот мы бросили бюллетени, они думают, что это легитимная власть. Это нет. Понимаете, оправданность власти не будет, они не получат по одной простой причине, потому что это ущербная власть, уязвимая власть, потому что всегда на них будут указывать, каким путем, приемами они воспользуются, чтобы прийти к власти. Вот это все надо понимать. Понимаете, здесь очень много нюансов, на которые хочется обратить некоторых наших политиков. Еще мы должны понимать, что Абхазия очень маленькая страна. Понимаете, если какая-то большая страна, например, Грузия, например, Армения, Азербайджан, могут себе позволить некоторые революционные события допустить, скажем, но у них, знаете, миллионы. У них есть ресурсы, чтобы преодолеть все это. У нас этого нет. Абхазцы, мы абхазцы участвуем, мы это все затеяли. Очень малочисленный народ. Мы все друг друга хорошо знаем. И потому очень доброжелательно в нашей политической практике должны относиться друг к другу. Если мы что-то упустили, надо наверстать. Я думаю, что еще есть время, что мы вот собрались, политические силы, и оппозиционные, и правящая власть, чтобы вышли на путь законности, смены власти. Я думаю, что в этом нас выручит одна книжка. Самая главная книга в нашей политической жизни – это книга называется «Конституция Республики Абхазия». Там все расписано. Если политические силы обратятся к этой книжке, она нас вытащит, она нас выручит. Вот вы сказали, что мы можем выйти из правового поля. Если ситуация не останется в правовом поле, какие последствия могут быть для нашего государства? Вы знаете, очень печально. Я поясню, что я имею в виду. Прежде всего, знаете, вот иногда мне кажется, конечно, я не беседовал, не встречался с политической элитой России, но, вы знаете, в некоторых разговорах, интервью, например, обращениях к абхазцам, вы знаете, проскальзывает. Вот я задаю себе такой вопрос. Они пожалели ли они, что в 2008 году они вот фундаментально, коренным образом решили вопрос Абхазии и Южной Осетии? Не даем ли им повода пересмотреть некоторые положения нашего суверенитета? Вы знаете, если вдруг они этого пожелают, будьте уверены, они это сделают. Мы должны быть аккуратны. Вот понимаете, вот к этим событиям всегда относиться. Я еще раз хочу подчеркнуть, знаете почему? Мы должны вот честно признаться, что Абхазия всегда будет как государство существовать исключительно со стороны, если мы будем получать покровительство из России. Потому что мы самостоятельно никогда не сможем решить вопрос нашей безопасности, тем более, если какая-то страна притязает, нашей экономической безопасности, нашего экономического восстановления. У нас ничего нет.
Абсолютно ничего. Понимаете, некоторые политики думают, что если у нас есть курорты, которые находятся в очень плохом состоянии, что это нас выручит. Не выручит. Если даже туристы приезжают, они приезжают из Российской Федерации. Это должны все понимать. У нас по большому счету экономики нет. Мы существуем сегодня как государство в какой-то форме, это благодаря России. И мы не должны это потерять. А как нашими действиями, если вдруг некоторым политикам даем повод пересмотреть некоторые положения нашего суверенитета. Представьте себе, если будут сделаны такие шаги. Это очень опасно. Мы должны это все понимать. Понимаете, мы оказались... Я еще раз говорю, почему я говорю, что никакой предопределенности абхазского суверенитета нет. Абхазия до сих пор очень уязвима. Но уязвима не по причине внешних сил, а по причине деструктивных действий наших политиков. Это должны понимать все. Какое бы вы дали определение происходящим сейчас событиям? Вот это попытка к свержению власти, госпереворот. Вот как бы вы назвали происходящее сейчас в стране? Вы знаете, призывы к смене власти незаконно, конституционно есть. Еще переворота не произошло, потому что, знаете, власть до сих пор действует, в всяком случае нам сообщают, что власть до сих пор действует, правящая власть, законная власть. Понимаете, в чем дело? Эти призывы, это, знаете, вот события, это очень печально еще в каком плане. Если такими действиями мы будем показывать себя, особенно демонстрировать нашу государственную способность, политическую состоятельность некоторым деятелям из Российской Федерации, они по-другому к нам будут относиться. Это должны понимать все. Понимаете, иногда я читаю интервью о событиях в Абхазии, знаете, иногда проскальзывает, не жалеют ли некоторые политические деятели, политическая элита шаги, которые были сделаны в 2008 году в плане признания нашей государственности. Мы даем повод. Некоторые политические деятели. А вот если даже президент ничего не говорит, если даже президент молчит, Российской Федерации, я имею в виду, если другие деятели говорят, вы знаете, в любом случае, когда-то произойдет смена власти. Я еще раз хочу вам обратить ваше внимание. Смена власти. Не всегда такие враждебные, напряженные отношения будут между Россией и Грузией. Там тоже когда-то произойдет примирение. А на каких условиях? А если мы дадим повод пересмотреть эти отношения, которые сложились в 2008 году, вы думаете, что этого не может произойти? И поэтому это очень опасные действия, которые мы сегодня совершаем в Абхазии. Если вам не нравится президент, как работает, власть как работает, все прописано, есть процедура цивилизованная, согласно Конституции. Понимаете, они говорят, это народ решает, это призыв народа. Кто дал им мандат, право от имени народа выступать вот таким образом? Они что, выиграли выборы? Они выиграли президентские выборы. Если у них есть как вытащить страну из кризиса, пусть они обратятся к народу со своей программой, пусть они выступят на выборах, пусть они привлекательные программы, чтобы они понравились нам и проголосовали за них. Это обычная цивилизованная борьба за власть. И этого не происходит. Понимаете, остается 3-4 месяца и призыв к свержению власти. Как это понять? Понимаете, здесь нет, знаете, искренности по отношению к своему народу. Понимаете, народ, по большому счету, не всегда все решает. И не всегда конструктивно все решает. Понимаете, призывать на площадь, когда толпа, а это уже действие похоже на толпу, а толпа действует, все иррационально, крушит, разбивает окна. Понимаете, и призывать, что это вот решение народа, это очень неправильно, потому что, я еще раз говорю, это в нашей политической практике сложилось. От этого надо избавиться. Потому что, я еще раз говорю, и имя, которое статус, который мы получили, не состоявшееся государство, клеймо будет очень тяжело снять. Никакие в дальнейшем действия, мирные действия, миролюбивые действия, лексика не помогут. Если вот такими действиями произойдет смена власти. Это должны понимать все. Я еще раз говорю, я бы призвал всех сесть за стол переговоров и решить все эти вопросы. Оставить амбиции. Я еще раз говорю, там нет таких, знаете, судьбоносных для Абхазии вопросов. Нет, просто нет. Вам не нравится экономическая политика России в Абхазии, вам не нравится инвестиционная программа, вы предложите что-нибудь другое. Понимаете, подискутируйте с ним. Это обычная практика, которая возникает в международных отношениях. В любых международных отношениях, в больших, малых странах. Я еще раз говорю, здесь причина не в этом, а причина в другом. Прийти к власти и вот такими грязными методами.
Президент в своем обращении сказал, что если оппозиционные силы уйдут из правительственного комплекса и обязанности будет выполнять вице-президент, он готов уйти в отставку и идти на президентские выборы. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что вы на это скажете. Знаете, если это было сказано искренне, если это правда, это о чем мы с вами говорим. Это как раз есть путь конституционный. Понимаете, любые другие действия, они будут, во-первых, антиконституционными, это первое, во-вторых, будут очень грязными. Это ударит по имиджу нашей страны. Если мы хотим, еще раз говорю, если это и правда, если он искренне так обратится к народу, и это примет оппозиционная власть, надо идти на такие шаги. Потому что там... То есть это выход из ситуации, вы считаете? Совершенно правильно. Если это было сказано, я не слышал, понимаете, насколько разные мы получаем сообщения. Если это правда, это очень даже серьезный шаг, чтобы страна вышла из кризиса. Но понимаете, в чем дело? Надо все это делать, сесть за стол переговоров и решить все эти вопросы. Я думаю, что здесь надо пойти на какие-то компромиссы. Здесь, если оставить вот такие, знаете, амбициозные такие планы, если отбросит, выйти, если искренне вот так относиться вот к нашей стране, к тем проблемам, которые сегодня имеют место, если вот так решить вопрос, можно выйти. Я еще раз говорю, надо обратиться с книжечкой прийти. Книжка, которая называется «Конституция Республики Абхазия». Там все расписано. И я думаю, что она вытащит. Я думаю, что мы выйдем на выборы и придадим какой-то приличный законный вид нашей власти. Без этого Абхазия никогда не получит развития. На нас будут смотреть, вот как я вам сказал, на статус, как не состоявшийся, как это случилось со многими другими странами, даже с большими. Ярчайший пример, наглядный пример, кстати, Украина. Вот, пожалуйста, понимаете, если страна, которая десятками стран была признана, кстати говоря, понимаете, вот к чему такие действия приводят, такие перевороты, госперевороты, призывы к незаконным действиям. Мы должны понимать и делать выводы. И потому что Абхазия маленькая страна, и в какой ситуации мы окажемся, какая будет реакция, кстати, политического руководства мы не знаем. Были какие-то призывы выйти на законные действия и так далее, но мы еще не знаем высшего политического руководства, как отнесется к тем событиям, которые происходят у нас в Абхазии. Беслан Алексеевич, спасибо большое за интервью. Я надеюсь, что нам хватит мудрости не допустить ошибок прошлого и не выйти из правового поля сегодня и выйти благополучно из сложившейся ситуации. Я думаю, что вот у нашего народа хватит мужества, бодрости, терпимости выйти из этой ситуации. Мы все сделаем выводы, и чтобы все эти события, которые имеют место, имеют очень грязные, чтобы никогда в нашей политической деятельности практика не имела места. Я бы хотел вот к этому призвать все политические силы Абхазии.